Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: новости от вашей судьбы. Что вам судьба хочет сказать, передать, сообщить, либо предупредить? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Здесь несколько новостей. У кого-то отыграется частично, а у кого-то отыграется все полностью. Давайте начнем с вот этих фонтанов, которые здесь вышли. По фонтанам идут очень счастливые, веселые и эмоционально наполненные дни. Такое впечатление, знаете, как прорвет плотину счастья и радости. И вот вся эта смесь бурлящая, веселья, праздника, удовольствий, хорошего настроения, позитивчика, да, все это вольется в вашу жизнь. Виновником этого прорыва станет какой-то конкретный человек, очень похожий на образ мужчины. То есть мужчина подарит вам небывалую радость, небывалое счастье, небывалое веселье, либо создаст эту атмосферу, приложит все свои усилия, чтобы ваши будни превратились просто в шикарные праздничные дни. Девушки, женщины, возможно, это ваш мужчина, с кем вы сейчас вместе рядом, в паре, в браке, либо недавно познакомились, но у кого-то отыграется, что это совершенно новый человек, с которым вы буквально со дня на день познакомитесь. Такого в вашей жизни, такого праздника давно уже не было. А у кого-то в принципе не было. Да? Ну, готовьтесь, будет весело, будет классно, будет активно. И что ни день, то праздник, то веселье. Улыбка не будет сходить с ваших уст. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, да поскорее, да подольше, чтобы было это состояние праздника. Так, еще, мои хорошие. Ой, извините, про мужчин совсем забыла. Если смотрит меня мужчина, для вас идет то же самое. Праздник, который устроит вам мужчина. Может быть, у вас какие-то сейчас проблемы, какое-то затруднение. Вы не видите своего будущего. Вам нужна какая-то конкретная помощь. Появится, либо уже появился мужчина, который вам поможет. Как друг, как соратник, как напарник, как любящий, не знаю, брат либо отец. Да, и так может отыграться. Поэтому картиночка меняется. Из тоски, печали, грусти, из каких-то, не знаю, застойных состояний, печальных состояний. У вас идет прорыв, у вас идет праздник, веселье, удовольствие и ощущение счастья. Глобальное, да, ощущение счастья. Так, дальше. Судьба хочет вас предупредить о том, что вы слишком долго думаете, либо слишком медленно действуете. Вы имеете право на то, чтобы взять там время на подумать, на решить, на определиться, но слишком как-то у вас это все со скрипом идет. Очень много хороших возможностей и шансов, которые вы же сами просили, искали, вы упускаете. Упускаете по той причине, что долго думаете, долго определяетесь, долго выбираете, какие-то сомнения у вас постоянные. Чего вы боитесь? Вот сами себе ответьте, мне отвечать не надо, себе ответьте. Чего вы конкретно боитесь? Боитесь допустить ошибку? Боитесь прогадать? Боитесь, что не справитесь? Чего боитесь? Вы понимаете, что вы вот этим страхом, вот этой нерешительностью вы очень многого себя лишаете. Многого.
Вот вы сидите, о чем-то мечтаете, просите, вот вам возможность идет. Вы увидели эту возможность, обрадовались, а потом опечалились. Сидите и думаете: о, хочется, конечно, но страшно. Да? А вдруг не получится, а вдруг не смогу, а вдруг не мое, а вдруг что-то получше будет. И это касается практически всего. Всего. Если вы и дальше так будете, не знаю даже какое слово подобрать, так, чтобы не обидеть вас, думать, да, думать так долго, то ничего хорошего из этого не выйдет. Вас судьба очень любит, и высшие силы вас очень любят. Они вас и видят, и слышат, и откликаются на ваши просьбы, на ваши мечты и на ваши желания. Вам дают, но вы почему-то не берете, просто не берете. Вы стоите, так руки в карман положили и смотрите, присматриваетесь. А тут раз какой-нибудь шустрый человечек пробежал, ухватил и убежал, да, и все. И ваш шанс, ваша возможность, она оказалась профуканная. Понимаете? Не бойтесь, верьте в себя, доверяйте себе. И поймите, что жить нужно здесь и сейчас, а не когда-то там в будущем. Да? Поэтому все, что к вам идет в руки, пожалуйста, берите, применяйте, пользуйтесь. Ну, а что касается подумать, судьба вам плохого не даст, поверьте, не даст. Все, что к вам идет, все оно хорошее. Вот лучше подумайте о том, как быстрее реагировать на те шансы и возможности, которые идут в вашу жизнь. Так, следующий момент. Здесь мужчина вышел, ну такой, знаете, с виду красивый, а внутри труха. И вот он вроде как и на лошади, но это не лошадь, а какая-то доходяга. Доходяга. Очень много пафоса, очень много наносного, как будто бы какая-то вот картиночка, за которой пустота. Да? Красивая обертка, а внутри, я не знаю, что-то противное, вонючее, никчемное. Да, вот какая-то гадость, мерзость. А вы почему-то смотрите только на эту оберточку и думаете: ой, да она ж такая блестящая, ой, она ж такая красивая. Оберточка, да? Девочки, научитесь смотреть внутрь. Мужчины, вас тоже касается. Научитесь видеть душу человека, да? Понимать, кто перед вами, разум, да? Вот, состояние этого человека, настроение этого человека, стремление этого человека. Ну, блин, снимите вы эти розовые очки. Не все то золото, что блестит. Вот смотрите, у вас либо уже человек такой в окружении появился, либо буквально вот появится со дня на день, который будет вам пыль в глаза пускать. Пыль. А вы будете охать и ахать, и думать: ой, какой красавчик, да, либо ой, какая красавица. А человек гнилой, напрочь гнилой. От этого человека жди беды. Это еще мягко я вам говорю. Поэтому научитесь смотреть вглубь человека. Не на поверхность, там красивый, симпатичный, молодой, там сильный, туда-сюда. А именно вовнутрь этого человека, в душу смотрите. И доверяйте, пожалуйста, своей интуиции. Не надо доверять там подругам, родственникам, там, не знаю, гадалкам. Доверяйте своей интуиции, это будет самое правильное. С левой стороны прям крадется к вам, крадется этот персонаж. Гнилой напрочь, гнилой, никчемный и даже какой-то вредоносный. Имейте это в виду. Так, дальше идем. Здесь у вас, смотрите, мост нарисовался. Мост, а на мосту прям дверь. Но это крутой знак на самом деле. По мостам очень часто показывают знакомства, договоренности и сотрудничество. То есть вы все разные. У кого-то отыграют, что благодаря новому знакомству, либо новой договоренности, новому контракту, новым, может быть, каким-то точкам соприкосновения, когда вы, например, человека знаете, вы с ним там контактируете, человек вам предлагает какой-то проект, вместе там поработать, посотрудничать, куда-то сходить, что-то вместе сделать. Да? Для вас открывается очень шикарная дверь. Дверь в будущее, которого вы достойны. Но открывается она только, когда вы с кем-то сотрудничаете, либо когда вы с кем-то вместе идете. Потому что одному либо одной вам не по силам открыть эту дверь. Вот вдвоем, да, вы справитесь. В одиночку нет. Нет, это будет просто пустая трата времени.
Не бойтесь с кем-то сходиться, не бойтесь коллабораций, не бойтесь подписывать какие-то документы, вместе сотрудничать, партнерские отношения. Не бойтесь этого. Наоборот, вам нужен человек, который будет вас дополнять, либо человек, который будет вас поддерживать, да, в каком-то вопросе, в каком-то начинании. Здесь судьба к вам ведет очень хорошего, достойного человека. Человек не обманет, не предаст. Человек, знающий толк в сотрудничестве и ценящий дружбу. Хороший человек. Поэтому объединяйтесь и идите вперед в эту новую прекрасную дверь. Так, дальше. Здесь ваша какая-то мечта. Мечта что-то иметь. Может быть, это какая-то вещь. Может быть, это какой-то предмет. А может быть, даже это какой-то, ну, не знаю, животное, может быть даже, да? Вот о чем-то вы мечтали. Вы это получите. Вы это получите, причем в самые короткие сжатые сроки. Я вижу, что получение этой мечты, да, владение этой мечтой вас, ну, я не знаю, наполнит до предела. У вас даже здоровье улучшится, самочувствие улучшится, какой-то прям стимул придет. Но, пожалуйста, берегите эту вещь, либо берегите этот предмет. Ухаживайте правильно за животным, если это будет животное. Я ничего не хочу сказать плохого про вас, но, может быть, кто-то рядом с вами испытывает совершенно другие чувства. Либо люди, видя, какая вы счастливая, либо счастливы стали, могут назло сделать какую-то гадость, да, испортить, поломать, не знаю, там, отравить, да, не дай бог, конечно, это ужасно все, но вас предупреждают, что береги, храни, ты в ответе, да, ты в ответе, имейте это в виду. Так, следующий момент. Выяснение отношений. Есть человек, с кем вы очень хотите выяснить отношения. Этот человек от вас то ли бегает, то ли прячется, то ли сам себя скрывает, сама себя скрывает. Да? Может быть, человек вам сейчас недоступен. Вот, ну, никак не выковырять, не призывать к ответу, да, в глаза не заглянуть, за грудки не взять. Судьба даст вам возможность выяснить отношения. Причем спрашивайте с этого человека, спрашивайте строго. Не так, что «а вот скажи мне, пожалуйста», да, а именно «а ну-ка отвечай», да, в таком тоне. Вы правы на все 100, человек перед вами виноват. Человек, конечно, будет пытаться выкрутиться, да, вывернуть эту ситуацию в свою сторону. Вот как залезли на этого человека, так не слазьте, пока не будет получен вами ответ, пока этот человек не признает, что он там что-то сделал, натворил, не знаю, там, против вас что-то сделал. Да? Плюс вы не только призовете этого человека к ответу и получите все то, что вы хотели от этого человека, тут еще и какая-то компенсация может быть. Этот человек может от вас, ну, либо откупаться, либо компенсировать. Причем будет предлагать, ну, скажет, ну да, я виноват перед тобой, либо так и так, там, по моей вине, давай я тебе это дам, либо я для тебя это сделаю. То есть важно еще получить компенсацию. У вас есть все, знаете, как веревочки и ниточки. Вы можете играть этой ситуацией, и вы должны все развернуть в свою сторону. Так, дальше идем. Чего-то вы просили. У кого-то вы просили, кому-то вы ходили, что-то просили. Может быть, заявление какое-то писали, какой-то документ подавали, на прием, возможно, кому-то ходили. Да? Вот для себя просили, либо для своего близкого человека. Вы долго не получали ответа. Долго вам, например, морочили голову. Смотрите, ответ уже созрел. Ответ будет одобрительный. То есть то, что вы просили, то вы и получите. Либо то, что вы хотели, то вы и получите. Ждать вам осталось недолго. Так, а еще человек, который находится очень далеко от вас. По вам просто невероятно скучает, вплоть до того, что, не знаю, там, рыдает каждый день, либо как дикий зверь воет на небо, на луну, на звезды от тоски по вам. Вы тоже скучаете по этому человеку. Это не обязательно про любовь. Там могут быть и родственники, да, любящие родственники, с кем в силу обстоятельств вы сейчас не вместе, не рядом. Появится возможность, появится шанс. Либо вам к этому человеку поехать повидаться, либо у этого человека шанс приехать к вам и быть рядом с вами.
Пусть не навсегда, но хотя бы на какой-то определенный временной промежуток. То есть это очень хорошие, потрясающие, приятные новости. Так, еще бывшая женщина, бывший мужчина. Человек, который много гадости сделал вам. Много гадости. Либо даже ввел вас в какие-то убытки, в какие-то проблемы. То есть, да, человек был там, натворил делов, хвостом вильнул, испарился, убежал, а вы типа отвечаете за все, да, либо вся ответственность легла на ваши плечи. Смотрите, здесь восстановится справедливость. У одних отыграется, что у этого человека там где-то, где он находится далеко-далеко, прижмут, да, прижмут по похожему делу, по похожему вопросу, да, заставят очень так серьезно, конкретно отвечать. Либо вы сможете наконец-таки доказать, что вы здесь ни при чем, что это другой человек сделал. Да? То есть на вас перекинули не вашу вину, и вы наконец-таки сможете скинуть с себя все эти обвинения и снять эту ответственность. Ну, понятно, что вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Кто-то сейчас чужие долги, кредиты платит, а кто-то, извините меня, с надорванной, порванной, я не знаю, там, уничтоженной репутацией находится. Да, может быть, вы даже какое-то наказание даже получили, да, за другого человека. Либо идет справедливое возмездие тому человеку, либо идет возможность избавиться от этой вины, да, очистить свое доброе имя и, конечно же, виновника, виновницу призвать к ответу. Так, следующий момент. Здесь над вами огромная шапка, не по размеру. Я, если честно, не очень хорошо понимаю, как это, конечно, отыграется в вашей жизни, но могу предположить, что это как какие-то знания, которыми вы либо владеете, либо буквально в самое ближайшее время вы действительно голову свою наполните. Знания очень крутые, знания какие-то очень эксклюзивные, редкие и, я бы даже сказала, уникальные. За вами просто кто-то будет ходить, бегать, ходить, преследовать, да, чтобы вы этими знаниями, допустим, поделились, либо использовали эти знания, чтобы кому-то помочь. Но вы все разные, я даже не могу предположить, что это. Но либо уже что-то есть, либо в ближайшее время вот будет, да, то, что вас отличает от других людей, что делает вас уникальным, уникальной и очень-очень востребованной и востребованным. Сейчас, возможно, вы сидите в своей квартире, в 4 стенах, да, вы редко выходите из дома, либо вы ведете очень скромную, такую, однообразную жизнь, да, что греха скрывать. Так бывает. И никому нет до вас дела. Но буквально вот со дня на день, там, может быть, пару недель, да, идет такая ситуация прорывная, когда вы становитесь очень важным, востребованным и уникальным человеком. На вас обращают внимание, к вам тянутся руки, просто лес рук к вам тянется. И все уж чего-то хотят. Каждый хочет обратить ваше внимание на себя. Может быть, это какая-то слава, популярность, известность. Может быть, действительно, вы сейчас что-то делаете, может, где-то публикуете, показываете, может, у вас выставка какая-то скоро будет. Да, может быть, вы где-то спич будете давать. То есть люди наконец-таки вас рассмотрят, наконец-таки поймут, кто вы есть на самом деле, на что вы способны. Такая прям огласка идет. Вы станете очень такой интересной персоной, да, персоной узнаваемой, персоной желаемой, да, и потянутся к вам очень, и жизнь у вас, кстати, поменяется. Из такой серенькой, пресной, неинтересной ваша жизнь наполнится красками, вниманием, общением, разнообразием. Вы долго к этому шли, вы это дослужили. Над вами ангелы, причем здесь 2 ангела. Один из этих ангелов – это душа человека. Кстати, старенькая душа, то есть человек давно уже ушел с нашего мира, перешел в мир иной. И этот человек вас очень-очень любил.
любил как ребенка. Да? Может быть, это кто-то из ваших родителей, либо бабушек, дедушек, прадедушек, прабабушек. Человек вас видел ребенком, и вы для этого человека навсегда остались этим ребенком. Вот этот человек вам эта душа вам особенно помогает. И плюс ваш ангел-хранитель. Кстати, да, возможно, вот в канун вот этой вашей известности, популярности вы получите видение, либо увидите какой-то очень интересный и необычный сон. То есть вас через сон предупредят, что вот она, твоя минута славы. Ну, это не минута, конечно, будет, это будет отрезок жизни, причем значительный. Да? Готовься, вот она, твоя новая роль. Да, это будет, точно будет. Вы как избранные идете. Избранный, либо избранная. Поэтому, мои хорошие, все еще впереди. Все самое лучшее у вас впереди. Так, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Берегите, пожалуйста, себя. Всем пока-пока.